на круглом столе предполагается обсуждение поправок, изменений, дополнений Конституции, которые выносятся осенью на референдум. Ну, естественно, что в таких случаях, как полагается, поскольку государство принадлежит не только чиновникам, но и гражданам Кыргызстана, они должны быть в курсе этих изменений, чем они продиктованы и насколько они будут эффективны в дальнейшем. Поэтому собираются представители экспертного и гражданского сообщества, чтобы компетентно обсудить эту проблему, поддержать ее, эту реформу конституционную, либо отказаться. Вот я думаю, вокруг этих вопросов и будет обсуждение сегодняшнего круглого стола. Ну а вот ваше мнение какое насчет поправок в Конституцию? Ну, мое мнение такое, я человек науки, и как человек науки знаю, что в таких случаях торопливость может только повредить. У нас было уже 9 конституционных реформ. Все конституционные реформы делались в угоду конкретным людям, а потому не было никакого эффекта. Если и в данном случае опять Конституцию будут заворачивать под какой-то конкретный частный интерес, то успеха не будет. Поэтому я хочу сказать, что для того, чтобы добиться стабильности конституционной и верховенства Конституции, нужна очень серьезная интеллектуальная и организаторская работа вокруг Конституции. Американская Конституция, почему она стабильна? Ее писали 12 лет. Причем писали такие классики юриспруденции, как Линкольн и Джефферсон. Понимаете? А если наши поправки пишут юрисконсульты каких-то компаний и выносят на суд, я вот, к сожалению, не знаю, кто писал эту Конституцию, ну, достаточно 2 секунд посмотреть на них, чтобы понять, каков уровень этой Конституции. К сожалению, все изменения идут без авторства. А потому никто ответственность за эти поправки не несет. Вот какой-то есть коллективный вноситель, безымянный, без фамилии, без имен, на которого потом можно спустить всех собак. Вот и предыдущие идеи конституционных реформ тоже практически были безымянными, за исключением от последней Конституции. Ну, я там примерно знаю, кто писал и кто руководил этой работой. Сейчас полная тишина, какие-то партии называются, но фамилий нет. Поэтому я не могу быть уверен в качестве этих предложений. А недостатки опять, ляпы бросаются в глаза опять. Потому что люди безбожно путают президентализм с парламентаризмом, все сваливают в общую кучу, не прописывают принципы, а следовательно впереди будет опять период хаоса и безвремени.